Доброго дня вам! Я Мурат бин Муслим, и вы на канале Курдское просвещение. 26 апреля 1986 года на Земле случилась трагедия планетарного масштаба. Украина, Киевская область, город Чернобыль. Там взорвался 4-й энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. О масштабах трагедии мы сейчас не будем говорить. В двух словах скажем, что многотонную крышку реактора подбросило так, что она выбила потолок здания, и радиоактивные вещества стали просачиваться в атмосферу. В течение 10 дней зараженные облака накрыли Скандинавию, запад Европы, Ближний Восток, дошли до США и Восточной Азии. В ликвидации последствий Чернобыльской аварии задействовали в общей сложности 600 тысяч человек. Спустя 7 месяцев после аварии завалы разбирали 10 тысяч человек. Среди них оказался и один из наших соотечественников, курд по нации Разгиев Рустам Худайбердиевич. Мы провели свое журналистское расследование и нашли его. Он оказался гражданином Кыргызстана. Итак, мы в Кыргызстане, в городе Бишкек, в международном аэропорту Манас. Через 2 часа мы вылетаем в город Ош, в южную столицу Кыргызстана. Там мы планируем встретиться с ветераном Чернобыльской катастрофы. Мы дождались своего рейса, идет посадка в самолет. 35 минут лету, и мы на месте. Итак, друзья, проехав почти 1000 километров, мы приехали в южную столицу Кыргызстана, в город Ош, в гости к Рустаму Худайбердиевичу. Рустам Худайбердиевич, ветеран Чернобыльской катастрофы. Расскажите о себе, пожалуйста. В Чернобыле были много людей. Были узбеки, были русские, были киргизы, и курды, турки, грузины были. Все мы видели. Вы разбирали после катастрофы? После катастрофы мы разбирали это. 2 лопата кидаешь и на подвал, 8 часов подвал сидит. Только 2 минуты работа, остальные все внизу были. Сейчас болеют весь этом Чернобыле, зубов не остался. Остались мы здесь в городе у нас вообще 36 человек остались. Мы были 100 человек. По болезни все умерли. Кто-то уехал в Россию. Остались 36 человек. Не остались зубов. Это страшно было. Людей много было. Все мы, как сказать, уже больный человек. Получили облучение? Облучение, доза облучения у меня 0,1 доза облучения. Есть у многих 12-13. Мне сказали, точно нам это не дали, дозу облучения. Мне сказали, 0,1 у тебя доза облучения. А сейчас вам какая-то помощь оказывается? У меня там, оказывается, помощь, льготы дают 7 тысяч. Раньше был у нас самолет бесплатно, уголь бесплатно, свет бесплатно был, а сейчас все 7 тысяч сделали, как это на целый год. Пенсию получаю, этим живу. От Чернобыльской катастрофы пострадали десятки тысяч человек. В городе Ош проживало 100 ветеранов Чернобыльской аварии. Сейчас их осталось 36 человек. Среди них и наш герой Рустам Худайбердиевич. Конечно, облучение изменило жизнь этих людей не в лучшую сторону, но сейчас Рустам Худайбердиевич чувствует себя хорошо. У него 11 внуков и 9 правнуков. Большая, богатая семья. Во дворе растет гранат и виноград, в огороде бегают куры. За обедом мы провели интересную и познавательную беседу. Пожелав здоровья и удачи, мы попрощались с этими добрыми и гостеприимными людьми. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии и распространяйте наше видео. Мы работаем для вас. До встречи, друзья!